очень красиво, очень. Бакуштар, бедные, они думают, что мы сейчас будем их кормить. Просто неописуемое. Очень сильно напоминает Джейтугус. Это такая красота, а Самат мне говорил, что мы живем в сказке. Доброе утро всем! Доброе утро, друзья! Сейчас 8:30 утра в Вене. Мы специально взяли сегодня наши зонты, потому что эти дни были дожди здесь. Надеюсь, сегодня не будет. И нас ожидает насыщенный день на малой родине Моцарта, город Зальцбург. Ну что ж, поехали. На улице стояла приятная прохлада. Мы арендовали минивэн и готовы к нашему путешествию. Мы будем ехать сегодня 300 километров туда, 300 обратно. То есть, на самом деле, очень долгий путь для нас будет. Так что, возможно, где-то мы будем мятые, не обращайте внимания. Это все-таки путь. Но зато дорога. погода очень прохладная, видите, мы так... А я в предвкушении увидеть малую родину самого Моцарта, великого Моцарта. Давайте попросим Айгерим сказать что-нибудь на немецком языке. Ich werde heute für meine Freunde zeigen, also wir fahren erst nach Hallstatt und von Hallstatt fahren wir nach Wolfgangsee und dann Attersee und dann Hallstatt, wo der Mozart geboren ist, und das wird ungefähr 3,5 Stunden dauern. В общем, она сказала: я люблю Кыргызстан, я люблю Бишкек, я очень сильно скучаю. Мама, папа, вам большой привет, салам. И я скоро приеду, так что мне найти надо, скорее всего, мужа уже. Шикарно. Набрав воды и попив кофе, мы выехали из Вены. Дороги в Австрии не перестают нас удивлять. Ровные, чистые, а самое главное – просторные. Впереди нас ожидает долгая дорога и прекрасные пейзажи. Идет небольшой дождь, но тем не менее у нас настроение очень хорошее. Мы прибыли в один из пунктов в нашей экскурсии. Это озеро. Говорят, что оно очень красивое. Пойдемте посмотрим. Мы приехали на самое глубоководное озеро. И самое главное, там лебеди. Вау, очень красиво, очень. Блин, Бакуштар, бедные, они думают, что мы сейчас будем их кормить, но у нас, к сожалению, ничего нету. Если бы я знал, что мы увидим лебедей. Смотрите, 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 как красиво, смотри. Как дела? Привет! Привет! Приветики! Я никогда так близко, вот он прям вот так близко. В общем, данное озеро, оно является очень популярным туристическим направлением здесь, в Австрии. Это озеро одно из самых, наверное, самое глубоководное озеро в Австрии. Глубина 171 метр. Ну, она невероятно холодная. Почему? Потому что вокруг этого озера, вокруг горы, как совсем наш Иссык-Куль. И говорят, что здесь вода очень кристально чистая. Мы сейчас обязательно покажем. До 30 метров можно наблюдать прям. И здесь очень-очень много-много рыб. Классно, очень красиво, и пока мы гуляем, они нас медленно сопровождают. Подходим, и они прям рядом, они не боятся. Да, так классно, смотрите, 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 как классно. Аттерзе – самое большое озеро Зальцкамергута и всех австрийских Альп. Площадь озера 46 квадратных километров, длина 20, ширина до 4 километров, наибольшая глубина 171 метр. Озеро имеет ледниковое происхождение, со всех сторон оно окружено горами, что создает вокруг озера своеобразный микроклимат. Озеро Аттерзе, как и весь регион Зальцкамергут, одно из самых популярных туристических направлений Австрии. Мы побыли здесь около 40 минут, полюбовались пейзажем и продолжили наш путь дальше. Впереди нас ожидает еще много интересного. Климат и природа в Австрии очень напоминают наш Кыргызстан. А как считаете вы? Мы сделали буквально 5-минутную остановку, потому что еще где-то минут 40, говорят, до Хальштата. Но смотрите, какая здесь просто неописуемая красота, природа. Очень сильно напоминает Джейтугус. Только вот горы не такие красные, как там у нас. Обалдеть, обалдеть, как здесь красиво. Не зря говорят, что Австрия очень сильно похожа на нас, на Кыргызстан.
переставал идти, но это ничуть не портило нам настроение, ведь вокруг была такая красота. Еще пару часов пути, и мы приехали в, пожалуй, один из самых красивых мест на планете. Это небольшой город Кальштадт. Гальштадт – ярмарочная община в Австрии, федеральной земле Верхняя Австрия. Население на 2017 год составляет всего 757 человек. Центр гальштадтской культуры – памятник всемирного наследия ЮНЕСКО. Расположен в труднодоступной альпийской местности на Гальштадтском озере. Просто не описать. Я в шоке, у меня культурный шок, ребята. Это такая красота. А Самат мне говорил, что мы живем в сказке. Мы будто в сказке. Такие горы, озера, вода чистая, такая атмосфера. Аж в этой сказке хочется остаться. В общем, если честно, я даже лишний раз говорить не хочу, я просто хочу наслаждаться. Я не знаю, повезло нам или нет, но именно в такую погоду посмотреть, когда облако прям находится вот здесь вот на озере практически, вот это особенно атмосфера, загадочность, таинственность, я не знаю, здесь супер. Гальштадт – небольшой, но весьма живописный городок в Австрии, расположенный на берегу одноименного озера и закрытый скалами от внешнего мира. Туристы и путешественники облюбовали Гальштадт за его необычные достопримечательности. Так, например, здесь можно спуститься на фуникулере в соляные шахты или, напротив, подняться в горы и увидеть Гальштадтское озеро во всем его великолепии. Еще до недавнего времени Гальштадт был труднодоступен для посещения из-за своего расположения, но сегодня туристы могут добраться в Гальштадт как на общественном транспорте, так и на авто. В 2012 году в городе Лоян, провинции Гуандун, горнодобывающая и металлургическая корпорация Minmetals построила копию деревни. Строительство обошлось примерно в $1 миллиард США. В 2013 году цены на недвижимость там составляли от 240 до 600 тысяч евро, дороже, чем средневековые дома в оригинальном Гальштадте. Джанам, а что у нас на ужин? Алия, полезные макароны. Вообще обалденное место здесь, просто, я не знаю, я, если честно, давно не видел такую красоту, прям просто не описать. Вот до сих пор у меня нет слов. У тебя есть слова? Нету, одни эмоции. Основные достопримечательности Гальштадта, помимо цветных домиков и узких улочек самого городка, это живописная природа и неповторимые альпийские пейзажи. В целом, живописность Гальштадта трудно переоценить. Красивейшее и чистейшее альпийское озеро, неприступные горы, пещеры, соляные шахты, яркие альпийские домики и изящные часовни – все это составляет основу достопримечательности Гальштадта и создает неповторимую атмосферу места. Гальштадт отлично подойдет как для поездки одного дня из ближайших крупных городов, как и место для полноценного отдыха на природе на несколько дней или даже недель. Вокруг Гальштадта существует множество пеших маршрутов, которые позволят оценить всю красоту местных альпийских пейзажей. Это что? Вау, что только не придумают, а? Обалдеть, обалдеть. Мына достор, могул жерде кыргыздардын тебетегине окшогон жашнакай шапкалар бар экен. Азыр акция болуп атыптыр. 30 евронун ордуна 20 евродан экен. 1650 сом. Побыв несколько часов в Гальштадте, мы поехали дальше, посетить еще одну туристическую достопримечательность.
Живописное озеро Вольфганзе находится на высоте более 500 метров над уровнем моря. На его берегах расположилось множество курортных городков – Штробель, Бад Ишель, Санкт-Гильген, Сан-Вольфганг и другие, каждый из которых по-своему красив и примечателен. Ну что, как тебе эта сказка? Ох, я очень много, конечно, наслышана о красоте Альпийских гор, но одно слышать, а другое видеть все своими глазами. Настолько прекрасно, одни эмоции. Больше всего туристов приезжают на озеро Вольфганзе в теплое время года. Вода озера отличается кристальной чистотой, пляжи благоустроенностью и ухоженностью. Они представляют собой зеленые поляны, которые доходят практически до самого входа в воду. Смотрите, какая шикарная просто инсталляция, какой шикарный маркетинговый инструмент, который сразу же прям всех притягивает к себе, люди хотят сфотаться. Вот кроме нас здесь еще люди другие смотрят, прям что это такое, из чего это все сделано и так далее. Просто молодцы, молодцы. Летом на озерных курортах проходят фестивали оперетты, национальной музыки, классики и джаза, средневековые турниры. В октябре – крестьянский праздник, знаменующий окончание лета. К услугам любителей активного отдыха – теннисные корты, площадки для гольфа, уроки верховой езды. Здесь можно занять время походом в горы или велосипедными прогулками. Wait for you, wait for me. Tell me you're more than just a highlight. Pretty pictures on the outside. I hate to stare at you through these lights. So I wait for you, wait for me. Wait for you, wait for me. Click and scroll, I can't let you go. They say I'm addicted to you. Click and scroll, I can't let you go. They say I'm addicted to you. Oh, oh. This ain't love, no, no. This ain't love, no, no. This is artificial. This ain't love, no, no. This ain't love, no, no. This is artificial. Смотрите, вот небольшое дерево, вообще небольшое, вот оно по толщине. Но смотрите, какую она огромную площадь здесь просто покрывает. Мам, а давай мои любимые макароны. Алия не только вкусно, но и полезно. Прекрасно проведенные несколько часов в этих местах подошел к концу. Богатые историей и традициями эти городки оказались очень гостеприимными, несмотря на стоявшую непогоду. Побывав в двух курортных городках, расположившихся по берегам озера с чистейшей бирюзовой водой, я осознал, почему австрийцы предпочитают именно такой отдых. Он был спокойным, живописным, размеренным и немного подсоленным. Уставшие, но довольные, мы сели в наш минивэн и направились на малую родину Моцарта, в город Зальцбург. Подписывайтесь на наши каналы в соцсетях, берегите себя. Пока-пока. Приветствуем вас, друзья! Как вы поживаете?
Побыв и погуляв в этих местах по несколько часов, мы продолжили наш путь в сторону Зальцбурга, на малую родину Моцарта. Наконец-то, много часов пути позади, и мы прибыли в славный городок Зальцбург. 300 километров пути, и мы наконец-то приехали в город Моцарта. Это Зальцбург. Сейчас уже 5:30 вечера. И мы даже не знаем, когда мы вернемся. В первую очередь мы направились немного подкрепиться и потом уже не спеша гулять по этому городу. Ура! Наши любимые макароны Алия уже готовы. Давайте ужинать и смотреть One Travel. Зальцбург – старинный европейский городок. В состав Австрии он вошел по историческим меркам недавно. И это наложило отпечаток на архитектуру, культуру и даже кулинарные традиции. Туристов сюда привлекают узкие улочки города и затейливые барочные фасады древних зданий, особенно живописные с вершины Фестунгберг, к которой ведет канатная дорога. Зимой Зальцбург становится отправной точкой для лыжников, стремящихся на курорты австрийских Альп. Пожалуй, главный символ города – знаменитый на весь мир композитор Вольфганг Амадей Моцарт. Место, где он родился – одна из главных туристических достопримечательностей. Именем музыканта-виртуоза названы не только улицы, площади и выставки, но и многочисленные кофейни, магазины, конфеты и даже ликер. Зальцбург – это на самом деле намного больше, чем просто город Моцарта и фестивалей. Важнейшие достопримечательности города познакомят вас с его богатой историей, где есть много удивительного и восхитительного. Крепость Хоензальцбург, музей Моцарта, улица Гитрайдегассе и дворец Хельбрун считаются самыми излюбленными местами в Зальцбурге. Дворец Мирабель был построен в 1606 году по приказу князя-архиепископа Вольфа Дитриха для своей возлюбленной Соломеи Альт. Парк Мирабель был перестроен в 1690 году во время правления князя-архиепископа Иоганна Эрнста фон Туна. Основная геометрическая форма, типичная для барокко, сохранилась до сих пор. Особое место расположения парка, оптически ориентированного на кафедральный собор и крепость, производит грандиозный эффект и одновременно включает его в общую картину исторического облика города. Вокруг большого фонтана располагаются 4 скульптурные композиции работы Оттавио Моста 1690 года. Они символизируют 4 стихии – огонь, воздух, землю и воду. Сад роз с цветниками из декоративных роз раскинут вдоль южной стены дворца Мирабель. Оранжерея используется в наши дни как пальмовый дом. Дальше, гуляя по улицам Зальцбурга, мы подошли к еще одной достопримечательности этого города – к мосту влюбленных. Этот мост не только является пешеходной тропой между новым и старым городом, но и местом всех влюбленных. В мире принято считать, что одним из залогов любви и преданности является висячий замок, который символически воплощает чувства влюбленных и молодоженов друг к другу и выступает залогом их верности. Замки любви вывешивают на мостах, фонарях и так далее. Они бывают маленькие и большие, с именами или без имен. И они разноцветные, везде пишут имена. Имена, год, смотрите, 95-го года. Обалдеть, а? Обалдеть, обалдеть. 17-й год, 13-й. Оказывается, есть специальные замки, посмотрите, специальную гравировку делают здесь. Имя влюбленных, получается, и что-то они пишут, это вот, смотрите, это гравировка такая. Смотрите, даже вот такие замки вешают. Обалдеть, обалдеть, обалдеть. Ай, к сожалению, мы не были подготовлены и не взяли с собой замки.
Не-не-не, такие вещи на камеру не показывайте. Уберите камеру. Принято считать, что эта традиция пришла из Флоренции или Рима и не обошла славный город Зальцбург. Впервые на этом месте в начале прошлого века был возведен мост в стиле модерн. Он был снесен в 1967 году и построен нынешний, названный в честь австрийского художника XIX века Ганса Маккарта, родившегося и выросшего в Зальцбурге. Вообще красавчик, вот парень отличился. Настоящий кыргызский джигит. Ты смотри. Азамат. Ура! Наши любимые макароны Алия уже готовы. Давайте ужинать и смотреть One Travel. А мы гуляли дальше и все ближе и ближе приближались к месту рождения великого музыканта. Среди домов на улице Гетрайдегассе особое внимание заслуживает именно дом номер 9, дом рождения Вольфганга Амадея Моцарта, куда мы, собственно, и направляемся. Самый знаменитый сын Зальцбурга родился здесь в 1756 году. 26 лет подряд, с 1747 года, семья Моцартов проживали в квартире на 3-м этаже. Вместе со своими родителями Леопольдом и Анной Марией, а также сестрой Нанерль, Моцарт провел здесь детство и юность. Друзья, позади нас, наверное, самая главная достопримечательность данного замечательного города. Это дом, где родился и вырос великий Моцарт. Вольфганг Амадей Моцарт – один из величайших композиторов всех времен и народов. Моцарт был вундеркинд. К 6 годам он не только виртуозно играл на клавесине, но и самостоятельно изучил скрипку. Дом рождения знаменитого композитора до сих пор привлекает любителей музыки Моцарта и интересующихся историей со всего мира. В 1880 году Международный фонд Моцартеум основал музей в доме рождения Моцарта. Моцартс Гебуртсхаус означает дословно «дом, где был рожден Моцарт». Моцарт родился в 1756 году, ровно 262 года назад, 27 января. Сейчас это место посещают несколько миллионов туристов в год, и это место является меккой для всех музыкантов и классиков. В данный момент на первом этаже этого здания находится обычный супермаркет. Пойдемте посмотрим, что там продается внутри. Обычный супермаркет. Ежегодно обновляемая специальная выставка, проводимая на 2-м этаже, привлекает постоянное внимание даже больших знатоков творчества Моцарта. Посидев и отдохнув с дороги, и, конечно же, налюбовавшись домом, где родился великий виртуоз, мы пошли дальше, посмотреть на дом, где он жил уже в зрелости. В дом Моцарта, расположенный на площади Макар-Плац, семья композитора переехала в 1773 году, где прожила 3 года. Именно здесь он написал свои симфонии, мессы, серенады, концерты для фортепиано и скрипки, произведения церковной музыки и концерт для фагота. Квартира была достаточно просторной, и очень часто в ней собирались друзья и коллеги композитора. Помимо всего, именно в этом доме Моцарт сочинил вступление к опере «Мнимая садовница». Постепенно уже вечерело. Конечно, город Зальцбург – это не только дом Моцарта, а еще масса других достопримечательностей. Ты сначала пройди, давай.
общем, друзья мои, вот такой вот замечательный презент нам задарил сегодня наш гид Омар. Мы ему очень благодарны. Это вот прям с этого супермаркета, над которым находится дом Моцарта. Смотрите, вот такие вот конфеты, знаменитые, говорят, конфеты. В общем, мы обязательно его отведаем. Спасибо большое. В общем, он нас иркелет вот с кофе, в общем, с шоколадками. В общем, жизнь удалась, друзья. Уставшие, но довольные мы сели в нашу машину и под поздний вечер направились в сторону Вены. Впереди ждал 4-часовой путь. Подписывайтесь на наши каналы в соцсетях. Берегите себя. Пока-пока! Он был вундеркиндом, подожди. Моцарт был вундеркиндом. Уже к 6 годам он... Виртуозно играл на клавесине. К 6 годам... Моцарт был вундеркиндом. К 6 годам он... Это дом, где родился и вырос. Это дом, где родился и вырос. К 6 годам он не только... Не только. Моцарта был Иоганн Христиан Андерсон. Иоганн Христиан Бах. Все. И мы едем в следующий город от Вены, Зальцбург. Зальцбург. Salzburg. Зальцбург. Как? Давай. Биекучуп. Туру. Ну, все. Адам болып сақталып қантантын. Блин, ну Джанин, видите уже. Дурак, что ли? Блин. Время можно сравнить с Джаргалчахом. В своем движении оно перемалывает все, а мы лишь пытаемся успеть собрать самое ценное. Время меняется, как и меняется сама жизнь, но сохраняется от поколения к поколению самое важное. То, что делает нас счастливыми, то, что во все времена было и всегда будет самым ценным. Алия. Теплота и забота в каждом доме.